Таджикистане появился новый праздничный день – День работников сферы защиты государственных секретов. Рахмон поздравил таджикистанцев с Днем флага. Далее Эмомали в письме из СИЗО, адресованному Рахмону, раскрыл некоторые подробности своего дела. Никол Пашинян отказался подписать итоговую декларацию саммита ОДКБ. Нижняя палата парламента Таджикистана рассмотрела проект изменения в закон о праздничных днях и дополнила его новым праздником. Об этом сообщается на официальном сайте палаты. Согласно предложенному законопроекту, в статье 2 закона добавлен пункт 24, согласно которому 6 мая будет определен как День работников сферы защиты государственных секретов. Установление Дня работников сферы защиты государственных секретов даст возможность десяткам тысяч работников различных сфер, непосредственно имеющих дело со сведениями, содержащими государственную тайну, отметить свой профессиональный праздник, обсудить и каждый год решать насущие вопросы этой сферы, отмечается в сообщении. Ранее правительство Таджикистана поручило утвердить госпрограмму по усилению защиты государственных секретов и технической защиты информации в стране на 2022-2026 годы. На выполнение этих мероприятий планируется направить в целом до 2026 года около 15,6 миллионов сомони. Эти средства будут выделять из госбюджета и других источников. День защитников госсекретов – 86-й по счету официальный праздник в Таджикистане согласно законодательству. Флаг, как священный символ государственности, является выразителем менталитета, истории и сути таджикского государства, ярким подтверждением того, что таджикистанцы имеют свободную и независимую родину, говорится в поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона по случаю Дня государственного флага. Текст поздравления опубликован на сайте президента. В нем отмечается, что народ Таджикистана, особенно подростки и молодежь, всегда проявляют уважение к флагу и считают его одной из национальных святынь, символом мирной благополучной жизни. Празднование Дня государственного флага – это есть почитание выдающихся заслуг великих сыновей нашего народа – Кира Великого, Исмаила Сумони, Ширака Девашти, Часпитамена, Муканы, Тимюр-Малика, Рудаки Фердавси, сотен тысяч других славных мужей, которые на протяжении многотысячелетий истории боролись во имя чести и достоинства нации, защиты земли, языка, культуры, обычаев и традиций нашего древнего народа, благодаря чему они дошли до нашего времени, отмечая в поздравлении. Президент пожелал каждой семье, всем жителям страны счастья, удачи, безопасности, мира и устойчивого развития. Один из заключенных таджикских журналистов, Далер Эмомали, в письме из СИЗО в Душанбе, адресованном президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, раскрыл некоторые подробности своего дела. В этом письме он просит президента не быть равнодушным к его делу и делам других его коллег. Имеется в виду Абдулло Гурбати, Завкибека Саид Амини и Абдусатура Пирмухаммадзода. Далее Эмомали пишет, что суд не признает приговор суда района Шох-Мансур от 17 октября этого года, по которому он был приговорен к 10 годам лишения свободы, поскольку следствие и суд были полны лжи, клеветы и двуличия. Он заявляет, что никогда не был членом запрещенной в Таджикистане группы 24, а его разговор с одним из членов этой группы, которая по заключению экспертов Минюст имел экстремистский характер, произошел по незнанию. В конце письма он предупреждает, что в случае публикации любого видео с его участием Абдулло Гурбати, Завкибеком Саид Амини и Абдусатуром Пирмухаммадзода им не следует верить, так как видео было записано незаконно под психологическим давлением. Это клевета. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ. Отказ связан с отсутствием политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении со стороны организации. Речь идет о 3 эпизодах применения вооруженных сил Баку с мая 2021 года, заявил Пашинян. Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, сообщается на сайте премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Проект декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения недостаточно доработан, и в данном виде со всем уважением я не готов подписать эти документы, заявил он во время заседания. Причиной, по которой Ереван решил не подписывать документы, по словам Пашиняна, является отсутствие политической оценки со стороны ОДКБ по поводу агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении. Армения предлагает решение СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходной позиции по состоянию на 11 мая 2021 года, подчеркнул Пашинян. Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами. И я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ, заявил Пашинян на заседании Совета ОДКБ.